первом матче алайцы одержали довольно уверенную победу, но это никак не должно вводить болельщиков в заблуждение. Ведь каждая игра – это новый старт, и сложно предположить, как все сложится на этот раз. В случае второго поражения аптекари уже очень усложнили бы себе задачу. Игроки, осознавая цену ошибки, смогли доказать многим, что фарватер Оман еще поборется за золото. Спасибо, конечно, за матч, да, и Алаю тоже спасибо. Хорошая игра получилась. С обилием голов, да, интриги. Что же произошло в данной ситуации? Ну, мы немножко добавили в плане каком игровом, да, движении, передачи, открывания. Вследствие чего пошли. Уже игроки Алая не успевали за нами. Счет серии стал равным 1-1, а это говорит о том, что мы станем свидетелями как минимум еще двух противостояний. Многие отмечали, что в финальных играх одним из важных факторов станет игра лидеров команд. В данном же матче великолепно проявил себя легионер фарватера Оман Леонардо Алмейда. Он 4 раза поразил ворота соперника, подарив своей команде такую трудную, но нужную победу. У Алая, конечно, не все получалось, но с характером у команды все в порядке. Уступая во время матча в 4 мяча, они сумели сравнять счет, но пропустили в конце победный гол от все того же Алмейда. 4 пропущенных, наверное, объясним тем, что отошли немножко от схемы, да, у нас есть привычные заготовки, как мы выходим из обороны под прессингом, как базово выходим из обороны. Этого не было, собственно, из этого выросли потери, которые были в конце первого тайма, в начале второго, да, с выходами 3 в 1 на наши ворота. Ну и логично, что какие-то из этих моментов пропущенными голами завершили. Как и перед стартом финальной серии, команды начинают с нуля. И опять же сложно предсказать, кто же в итоге станет чемпионом. 7 марта состоится 3-й матч, а затем и 4-й. Главные матчи отечественного клубного футзала еще впереди. Актилек Джанчиев, ЛТР, Бишкек. Право, передача, удар, гол!